Итак, очередная утилита МКБ сверла. Вот МКБ смайслов. Ну, в общем, что сама по себе делает? Это удобство для нанесения на чертеж уже для оператора на сверлильно-присадочном станке. Утилита, которая просто наносит, в какое сверло необходимо поставить, в какую дюзу на сверлильно-присадочном станке, да, патрон. Вот, потому что патронов у нас там много, и, собственно говоря, как это происходит. Ну, давайте используем, я не знаю, нашу, например, утилиту SVR32. Вот. И ну, здесь можно сделать интересный такой момент, как ее лучше использовать, чтобы был один вообще подход. Ну, давайте так. У нас это сверло находится чуть дальше, по идее. Поэтому сейчас замеряем разницу. Да, вот. Разница у нас составляет 1 миллиметр. 1 миллиметр. А следовательно, нам надо сместить, чтобы у нас в одной плоскости было. Ну, так удобнее для станка, насколько я знаю. Поэтому фактически нам необходимо измерить вот эту часть. О, у нас 67 миллиметров. Если мы сдвинем донышко нашего модуля, да, и на 67, у нас сместится, будет шаг 32 совмещен, и везде будет одинаковый чертеж. Поэтому сюда в крепление заходим, пишем 67, у нас смещается, соответственно, на 1 этот миллиметр. Вот. То есть ситуация у нас получается вот такая. Вот. Вот. И здесь то же самое делаем. Тоже 67. Вот. У нас смещается крепеж. Он не будет симметричный относительно донышка и крыши. Но у нас зато стойка левая и стойка правая будут пробиваться с одинаковым раствором. То есть деталь, получается, надо никуда смещать. Она на сверлильно-присадочном станке под одним раствором садит все эти полки. Вот. Ну и, собственно говоря, можно сделать уже непосредственно непосредственно на чертеж проекта. Да? Ну, гипотетически там, сверловка. Ну, пусть воспользуемся нашим профилем. Вот. Что у нас тут получилось? Значит, вот у нас стойка одна, вот у нас идет присадка, во-первых, вровень вся. Видите, 65. 65. И все под 65, и начинается это самое. Здесь, соответственно, у нас шаг 32. Ну, кратно 32 миллиметра. Вот. 224. Получается такая красота. Здесь вот у нас донышко 67, крыша 67. Это полка. Полка 65, потому что полка притоплена на 2 мм относительно корпуса. Вот, но тут тоже у нас шаг кратным 32. Ну, в принципе, это видно по стейвам. Вот у нас стойка. Да, и по стойке видно 200 это самое. Вот, нам важно, что, например, поставить вот это отверстие в 0, и чтобы с шагом 32 узнать, в какую дюзу сюда вставлять или сюда, да, ну и, соответственно, сюда и сюда, то есть какие дюзы. И есть вот эта утилита. Утилита называется у нас МКБ сверл. Вот, вызываем ее, выходит такое окошко. Необходимо выбрать масштаб. Вот, масштаб нашего чертежа. То есть в данном случае у нас здесь масштаб всегда прописан 1:8, например. Да? Можно вбить вручную, можно выбрать. Вот, выбираем 1:8. Вот.
Либо если у нас нет масштаба, и мы выбираем какой-то свой масштаб, мы можем свой ввести, то тогда мы здесь должны вбить свой масштаб. Если его здесь нету, вот, то мы в таком виде, вот там 1, 2,5, например, 1, 2,8, должны вбить его здесь. Вот, но в данном случае у нас есть этот масштаб, мы его вбили, нажали ОК. И, например, нам необходимо развести между двух точек. Да? Вот мы берем одну точку, вот мы берем вторую точку, нашу присадку. Он нам выводит вот такую вот как бы линейку, да, вот это вот МКБ сверла. Ее можно двигать. Вот. Относительно центра вот у нас 0 и пошло. Первая дюза, вторая, третья, четвертая и так далее. Между ними шаг 32. То есть мы должны седьмую дюзу ставить и здесь в седьмую. Патрон. Седьмой патрон. И в нулевой патрон. 7 в одну сторону, 7 в другую. То есть вот такую линейку расставляем. У нас получается такая красота. На чертеж выводим. Ну и песня. Получается вот такая вот. Вот. Ну уж у нас везде, правда, вышло масштаб 8, да, 8 масштаб. Ну, давайте попробуем исправить на, например, вот этот, на какой-то 5, например, я не знаю, предположим, гипотетически. Да, видим сейчас его начисто вот это. И уже с 5 масштабом, вот с 5 масштабом нанесем нашу функцию, да, на эти 3 отверстия, предположим. Тоже берем утилиту МКБ сверла, выбираем, например, с 5, говорим между вот этими отверстиями. Раз, два. Вот он высвечивает нам. Ну, можно сдвинуть. Желательно, конечно, орто использовать или кнопки F8, чтобы мы не сбились. И он нам тоже, видите, показывает седьмой патрон, 7 дюза должна быть заряжена сверлом. Сверло какое? Единичку смотрим. Сверло у нас должно быть диаметром 5. Ну вот как-то так оно работает. Пожалуйста.